Наша школа расположена почти у полярного круга, в 10 тысячах километров от Москвы. На вид обыкновенная, бревенчатая, одноэтажная. Но про нашу школу знают в Московском и в Томском университетах, в Сибирском отделении Академии наук и в Академии педагогических наук. 8 лет назад мы создали в нашей Верхневилюйской школе специальные классы, куда стали собирать мальчиков и девочек из разных, самых отдаленных районов Якутии. Детей оленеводов, охотников, доярок. Наша задача – воспитывать из них не только физиков, математиков, а вполне современных, интеллигентных людей. Еще Михаил Васильевич Ломоносов заложил традицию бережного отношения к способному юношеству из народа. За 20 лет учительства я убедился, не было такого года, чтобы среди новеньких не оказалось детей с поразительной природной смекалкой. Обычно 1 сентября я говорю восьмиклассникам: вас выбрали как наилучших, но лучше других вам не будет. Вам будет труднее, ужасно трудно, а школа у вас есть и дома. Мы не обидимся, если вы уедете. Хуже будет, если вы после разочаруетесь от трудностей занятий. Ну а если вы приехали с твердым желанием учиться, я обрисую светлые перспективы. Корневой вопрос – высшее образование. Физмат-классовцы обязательно попадают в институт. Их отличает энтузиазм к образованию, радость познания нового. И у нас, учителей, секрет один – отдать вам все знания, работать с высокой совестью, помочь вам найти свою дорогу в жизни.
Приезжают к нам ребята 13-14 лет. Впервые расстаются с родителями, попадая в иную среду. Некоторые теряются, порой чувствуют себя беспомощными, беззащитными. На первых порах возникает законная тоска по дому, по родителям. В этот момент они особенно нуждаются в ласке, в тактичном подходе педагогов. Чтобы никто никого не обижал, не подавлял. Ребенок есть ребенок. Он ленится, шалит, простуживается. Надо следить, чтобы дети были здоровы. Когда родители чувствуют эту заботу, тогда они посылают к нам детей уверенно, без боязни на душе. А ребята обретают здесь вторую семью. В этом году колхозник из Кобяйского района привез сына Ваню. Сказал: в нашей семье нет ни одного с высшим образованием. Учите моего сына для института. И в тот же вечер исчез. А некоторые родители делают глубокую разведку в нашу школу. Мне очень приятно встречаться с ними. В своей работе я нашел счастье. Сколько раз просили меня работать в городе, а мне глухое село лучше, интереснее. Ну вот давай с тобой попробуем вспомнить. Вот ты приехал в 8 класс. Так сказать, совершенно новая среда, новый коллектив. Каково тебе было на первых порах, как ты, в общем, так сказать, вживался в вот эту новую жизнь, вот этот интернат, эти вот очень усиленные занятия, это вот целый день в школе? Первую четверть было очень трудно, и по дому здорово скучал. Все. Ну а потом? А потом привык, и первый месяц наш руководитель нас здорово гонял, и втянулись. Меня зовут Семенова Люба, я приехала из Эльгея. Это Эльгей в Сунтарском районе, это отсюда далеко. Моя мама Иванова Евдокия Алексеевна, она работает уборщицей в почте. У нас всего 4 братьев. Старшая сестра Зоя учится в 4 курсе Ленинградского университета. Потом Миша, он учится в Якутском университете, тоже в 4 курсе. А Лиза учится во 2 курсе Томского университета. Здесь у меня учились Миша и Лиза. Они окончили эту школу хорошо, и мне посоветовали учиться здесь. Я хочу стать математиком. Эти дети, школа, моя семья. И дома у меня все болеют за общее дело. Я испытал радость быть отцом на редкость хороших детей. Миша, Роза, Даша с самого начала учатся без троек. А главное – душа, стремление. Вот и Мишу провожаем в Новосибирский университет, на физический факультет. Он у нас математик и спортсмен. Хорошо разбирается в радиотехнике. Один его прибор демонстрировался в Москве на выставке. Но все же метался долго. Говорил: хочу стать геологом, жить и работать в природе. Собирался даже сдавать на геофизику. Мы с мамой не вмешивались. Они у нас выбирают сами. Победила радиофизика.
Новосибирском академгородке о нас знают. В своих докладах, когда говорят о возможностях Сибири и о ее будущем, всегда приводят пример нашу школу. 10 лет назад в Новосибирском университете занимался лишь один якут – Этьянов Вася, который работает у академика Буткера в Институте ядерной физики. А сейчас 17 только наших из Верхневилюйска. Наши питомцы возвращаются в Якутию. 10-12 талантливых молодых людей ежегодно. Скоро, полагаю, специалисты с маркой «Верхневилюйская школа» появятся во всех научных учреждениях республики. Физматовцы уже показали себя в Новосибирском академгородке. Но и школу не забывают. Павлик Васильев постоянно шлет для нас свежие книги, которые нужны нам как воздух. Он кончил мехмат в Новосибирском университете. Теперь преподает в Новосибирске. Очень хорошая голова. В Якутском институте космофизики и аэрономии появился после окончания Новосибирского университета Николаев Иван, честь и гордость нашей школы. Я посетил Ванину лабораторию, что было очень впечатлительно. Коллеги отзываются о нем как об очень одаренном юноше, который уверенно становится на научную колею. Вот когда учился в 8 классе, я впервые участвовал в районной физико-математической олимпиаде. А до этого я вообще не слышал об олимпиадах. И вот, к моему удивлению, я там занял первое место по математике. И во время весенних каникул меня пригласили участвовать в 3-м туре Всесоюзной физико-математической и химической олимпиады. Вот здесь, в Якутске, я впервые познакомился с ребятами Верхневилюйской средней школы. И там в заключительном вечере победителям вручали грамоты, дипломы и подарки. И вот как-то было завидно смотреть на верхневилюйских ребят. Вот они почти все, их команда заняла первые, вторые места по физике, математике. И было как-то очень хорошо, так завидно видеть ребят вот с дипломами, с грамотами. И вот мне тогда очень хотелось поступить в Верхневилюйскую среднюю школу, 9-10 класс. Вот в связи с этой олимпиадой я поехал, после окончания 8 класса, поехал учиться в Верхневилюйскую среднюю школу. Я волновался сперва перед встречей с Михаилом Андреевичем. И Михаил Андреевич встретил меня очень хорошо, он говорил подбадривающе, и мне как-то сразу стало легко. Вот я начал учиться в 9 классе Верхневилюйской средней школы имени Сидора Барахова. Занимался очень усердно. Михаил Андреевич во время, за все годы учебы в Верхневилюйской школе мне очень помог. Он всегда советовал. Его советы всегда были очень полезные, нужные. Ему даже не надо было говорить много. Мы все знали, видели, как он сам работает. То есть мы брали с него живой пример. Мы знали, видели, как он с самого утра начинает работу и до самого позднего вечера находится, работает в кабинете физики в школе. Михаил Андреевич среди нас пользовался очень большим авторитетом. И мне кажется, что очень не так-то легко добиться такого полного взаимопонимания учителя с учащимися. Вот Михаил Андреевич заслужил это доверие. Ему мы относились с большим доверием, с любовью. Он этого добился большим кропотливым трудом, доброй душой. В жизни существенно легче, когда ты знаешь конкретный живой пример, свой идеал жизни.
которому ты стремишься. Для меня таким идеалом является Михаил Андреевич. Ваню отличает растущий оптимизм и уверенность в жизни. Это человек простой и товарищеский, настоящий интеллигент. Я им всегда внушаю, культурное восхождение – ваш патриотический долг. Интеллигент – значит интеллект для сограждан. Здесь моя родина. Здесь я родился. Здесь 6 лет от роду остался сиротой. Мать и отец умерли от тифа. Недалеко от нашей хаты проходил Вилюйский якутский тракт. В 20-х годах самолетов, пароходов, автомашин в наших местах не было. И люди шли в Якутск пешком, в телогрейках, торбазах, шли за наукой, за образованием. В детстве я часто смотрел на этот тракт, который затерялся в тайге, и думал, что вот где-то есть большой город, где можно получить образование. Я тоже пешком пошел в Якутск. Это от моего дома надо было пройти 700 километров. Там я получил педагогическое образование, потом стал работать учителем на Крайнем Севере.
Не все у меня катится по шоссе. Случаются облачные дни, борьба с недостатками, бывает неудовлетворенность с собой, сомнения. То ли мы делаем, так ли делаем. Один учитель, понявший свою роль в обществе, может сделать многое, а целый коллектив – Поселок Верхневилюйск лежит севернее Якутска на реке Вилюй. Как говорится, 10 месяцев зима, остальное лето. Жители этих мест занимаются земледелием, разводят скот, ездят на охоту, бьют белку, куницу, ходят на лис и волков. Дети жителей этих мест занимаются высшей математикой, физикой, интересуются космической физикой. Чтобы полнее обрисовать место действия, скажем, Верхневилюйск – небольшой поселок. На 1000 километров вокруг протянулись болота и тайга. Обычно считается, если Якутия, то непроходимые снега, северные олени, полярная ночь. А в Верхневилюйске снега неглубокие, сухие, сыпучие от мороза. И северного оленя здесь нет. Есть якутские лошади. Они тоже, как северные олени, сами добывают себе корм из-под снега копытами, если не случится большого снегопада. Они пасутся круглый год на улице, как в других местах пасутся на улице козы и гуси. Зимой здесь светит солнце, а ветра нет. При минус 50 это большой плюс. И северные олени здесь только на коврах. Это знаменитая вышивка бисером. В Верхневилюйске есть даже специальный комбинат. Мастерицы расшивают бисером и ковры, и унты, и национальные костюмы, которые надевают по праздникам участники художественной самодеятельности. Мы побывали в якутских домах, на концертах, услышали национальную музыку. Энтузиасты собрали по отдаленным поселкам наслегом старинные музыкальные инструменты, оставшиеся еще от шаманов. Восстановлением по древним образцам занималась музыкальная мастерская поселка. Что касается мехов, то надо сказать, что северные лошади тоже дают красивый, прочный, пушистый мех. Из него шьют шапки, унты, ковры. Лошадка тут то же самое, что верблюд в пустыне. Кормит, одевает, возит на охоту. Ловля андатры – старинный охотничий промысел времен лука и стрел, проверенный веками снасти. Впечатлений было много, но самым удивительным в Верхневилюйске стала для нас физико-математическая школа номер 2. Я так соскучилась по нашей школе. Конечно, все звучит тривиально, но золотые школьные годы.
их не вернешь. Иной раз приходит мысль, ну вот училась в школе 11, 15, 21 класс. Мне удивительно повезло. Так писала Наташа Данилова, студентка мехмата Новосибирского университета, своему учителю Михаилу Андреевичу Алексееву. В нашем фильме мы пытаемся найти ответ на вопрос, почему все ученики этой школы считают, что им удивительно повезло, и почему они, уехав учиться, все до единого возвращаются на родину. Может быть, здесь какая-то особенная педагогика? Учитель физики Алексеев говорит, что ничего особенного в этом нет. Просто для якута ребенок – это все. Так они детей любят, так дорожат этими ребенками, этими детьми, якуты. Отдадут они свою жизнь из-за ребенка. Это из давних времен. В нищете жили, понимаете, так последние давали детям. И вот они посылают сюда. И очень далеко приезжают дети. Отрываются от детей, от своих. И получив сердце этих якутов, понимаете, так наши учителя, техработники, воспитатели, знаете, так они чувствуют, какую ответственность несут. И вот наша первая встреча. Как говорить с ними? С чего начать? Они довольно стеснительные, скромные. Но надо уметь подойти к ним. Раскроется. Посидит, поговорит. По-простому так. Постепенно растает, раскроется. Так. В основном в семье якутский быт, индивидуальность, понимаете, живут отдельно. Общение такое не городское, сугубо сельское, семейное, отдаленность друг от друга, так. Потом типичная якутская жизнь очень далеко от городской жизни. Поэтому мы вообще мало общаемся друг с другом. Есть такие и здесь в моем классе, которые первый раз в этом районе. А то они в фермах воспитывались, так жили. В тайге, глубокой тайге, так. Первый раз сталкиваются с другими людьми. Разобщенность якутской жизни, по-моему, это я объясняю. А народ-то, эти дети очень хорошим характером. Такие откровенные, можно сказать, оригинальные, не искусственные. И поэтому откроете у них очень много хорошего. Но, может быть, не так быстро. Итак. Мы присматривались друг к другу. Дети как дети. Стесняются незнакомого человека, а друг с другом не церемонятся. Они шумели, играли, но ни разу мы не услышали ни одного окрика со стороны взрослых. Обычно при чужих хочется одернуть расшалившихся детей, хочется показать их получше. Здесь ни дети, ни воспитатели об этом не думали. Школа жила своей жизнью. В классах мы сразу заметили, что каждый отгораживает себе уголок. В научных библиотеках мира уже ставят читателям специальные столики с барьером для сосредоточенности. Ребята пришли к этому сами. Все-таки физико-математическая школа. Работать надо. Учиться необходимо. Здесь об этом не говорят, это подразумевается само собой. Иначе зачем было ехать сюда за сотни километров от папы с мамой? Зачем было выдерживать такой большой конкурс? Люди здесь собрались серьезные. Самое основное качество человека, ученика, это человечность. Самая человечность. Если у него этой человечности нету, хоть бы он будет профессором, академиком, если любви к людям, уважения к окружающим не будет, грош цена для меня.
Мне лучше малограмотный рабочий, если он только у него душа человеческая, готов помочь окружающим. Вот поэтому я стараюсь, чтобы вот они прежде всего были людьми. Людьми с душой, понимаете, так, пониманием чужого горя и так далее, так. И потом уже способность, даровитость, стремление и наука и так далее. Прежде всего, все это должно строиться для меня, например, на человеческой основе, на гуманности. У хорошего педагога его воспитанники перенимают не столько знания, сколько любовь к профессии, образ жизни, систему взглядов. Михаил Андреевич Алексеев как-то обмолвился: мы не говорим, что нашли самый лучший способ воспитания. Мы его ищем. Но что все хочется отдать детям, это у нас есть. Не часто приходится видеть школу, куда стремятся прийти учителями молодые люди, бывшие ее выпускники. Мы задали вопрос молодым учителям Виктору Потапову и Александру Егорову. Что бы вы хотели привить детям? На первое место поставил бы совестливость. Совестливость. Обыкновенная такая совестливость. Например, такая простая вещь, как помыть классовой. На такой простой вещи. Вот я хочу, чтобы каждый ученик свое дело делал совестливо. И еще что я хочу? Я хочу, чтобы мой ученик лучше меня решал задачки. И все. Когда нотации читает, это не учитель. Это, скорее всего, просто так, прохожий. А учитель, он должен как-то более или менее незаметно, вот так подталкивать, своим примером показывать. А Михаил Андреевич в этом отношении, да, он, конечно, настоящий учитель. Он делает очень мало, вот так, в самом, вот таком прямом смысле воспитывает. Просто как-то своим примером, вот видите, каждое утро, как приходим, он опять здесь, каждый вечер. И вот когда видно, что человек отдает себя всему этому делу, и мне тоже хочется. Придя ночью в школу, учитель может обнаружить в классе ученика, который решает задачу. Учитель не скажет ни слова. Здесь уважают чужое упорство. Здесь вообще уважают детей. Приехав с далеких ферм, из глухих таежных наслегов, за многие сотни километров, ребята должны чувствовать здесь себя, как в семье, как в якутской семье. На детей родители никогда не кричат, если это нормальные родители. Только ласка знают эти дети. Горе и травма, если это ребенок, от учителя, уважаемого человека, о котором так много хорошего учился ребенок в семье, услышит крик, грубость и так далее. В общем, наверное, трудно будет выпускникам покидать такой теплый дом. Всегда тянет туда, где тебя любят и уважают в тебе человека. У всех великих педагогов Корчика, Макаренко, Сухомлинского было так. Дети возвращались к своим учителям. Ведь их не всегда принимали в мире с распростертыми объятиями. Вообще на ученика самое сильное средство – это воздействие добротой учителя. Никогда нажимом, грубости
нельзя воспитывать, формировать человека. Обучать можно, а воспитывать вот души человека, характер, формировать человека, мне кажется, очень трудно. Тут действительно нужно качество настоящего педагога, учителя надо. Вот прекрасно дают уроки, есть такие учителя, а вот дойти до души ребенка, чтобы он стал настоящим, хорошим человеком, не каждый может. Не каждый, который имеет диплом учителя. Когда мы приехали на съемки, здесь проходила Олимпиада по математике и физике целого района. Задачи были сложные. Проверялись не только знания, но и умение мыслить, анализировать, сопоставлять. В детях, обычно свободных и спокойных, чувствовалось напряжение. Михаил Андреевич болел за всех, но за своих переживал особенно. У каждого разный характер. Это не мое открытие, а вообще такое, по-моему, природа делает людей такими, что не существует два одинаковых характера. И вот некоторые стесняются прямо, очень напряженно и так далее. Вот Оля Семенова. Она очень способная, но она все боится. А Тася Семенова, она спокойна, она никогда не боится. Так. Она все получит свое. Спокойно отвечает, спокойно, серьезно, старается дать глубоко. Вот такой у нее, у Таси Семеновой характер. А вот это не в этой первой. Так. Тут Миша сидит, Никурданов, Миша вот тут сидит. Ну, первое время он немного так стеснялся, а потом, понимаешь, привык. Он в школьной олимпиаде занял по математике первое место, так. По физике тоже развивается прямо так парень и любит школу. Хорошим характером, мальчик воспитанный такой, так. Возможно, что у ребят из Верхневилюйска нет всего того, что есть в столичных университетских математических школах. Но у наших героев есть одно бесспорное преимущество. Они хотят учиться. В обиходе это называется жажда знаний. Здесь их научили учиться. В Верхневилюйске бывает академик Юрий Георгиевич Шафер, директор Якутского института космофизики. Он в некотором роде считается попечителем школы. Школьники, которые приходят к нам из этой школы, они отличаются от других школьников не только своим поведением, и своим отношением к предмету этой учебы. Они внимательно и продолжительное время глубоко занимаются вот этими всеми учебными вопросами, которые проходятся в школе. Они глубоко очень интересуются этими предметами, которые они изучают. Будь то это элементарная какая-нибудь математика или же физические законы, вот они берут книги и занимаются, работают над... Не учатся, а работают буквально. Это очень характерно для них. Наталкиваясь на такую магнитную каверну, на пространство околоземное, заполненное магнитным полем, Солнце начинает реагировать с этим
электромагнитном поле, взаимодействовать. Оказывается, есть теоретические расчеты, что частицы с энергией равным 10, примерно в 20 степени электрона вольт, они с начала мира, если можно сказать, с первого момента, могут просуществовать без столкновений, без взаимодействия, без потери своей энергии. Но уже через 10 в 12 степени лет они обязаны взаимодействовать. Какое притяжение Солнечной системы? Вы сказали, что этот год – год максимальной солнечной активности. Не исключает ли это возможности космических полетов наших космонавтов в этом году? Не опасны ли будут они для жизни наших космонавтов? Существование разума в четырехмерном пространстве. Внеземных цивилизаций. Вы сказали, что в ядре находятся положительно заряженные протоны и незаряженные нейтроны. Что их удерживает так устойчиво? Какая сила? Ведь по закону Кулона ядро должно быть неустойчивым. Выпускники Верхневилюйской школы учатся в самых трудных вузах страны. В университетах Москвы, Ленинграда, Новосибирска. Но все-таки в школе ценят ребенка не за его способности, как мать любит своего сына не за его успехи. Каждое дитя единственное и неповторимое. Каждая индивидуальность должна развиваться. Из этой школы, кроме математиков и физиков, выходят рабочие, врачи, руководители совхозов, филологи, агрономы и даже философы, рассказывает Тамара Николаева, воспитатель интерната физико-математической школы. Я одна из первых учениц Михаила Андреевича. Окончила школу и поступила в Магаданский пединститут на физмат. Когда поступила, сразу получила от Михаила Андреевича письмо, где он уже изложил план дальнейшей моей жизни. Значит, отличная учеба, потом аспирантура и дальше. Но после 3-го курса я поняла, что ничего не хватает. Нужно больше простора, в смысле, и больше знаний, что институт мне, допустим, тот магаданский физмат мне этого не даст. Я вернулась. Михаил Андреевич ничего мне не сказал. Ну и дерзайте дальше в таком же плане, сказал. Ну, наверное, конечно, из моего класса еще один вернулся, бросил Новосибирский университет, как раз к этому времени. И мы были первые, и он, наверное, обиделся. Я так думаю. Через 2 года я уехала в Ленинградский университет, на философский факультет. И конкурс очень большой был. На собеседовании меня спросили, откуда я приехала, потому что я была одна из сельской школы, вообще из Якутии. И на философском факультете никто еще из якутов не учился, из девушек. Потом сдала экзамен, все на 5, поступила на философский факультет. И я осенью уже получила от Михаила Андреевича письмо. В этом письме он писал, что я правильно поступила, что Ленинградский университет – это сердце России, что я должна там получать побольше знания, культуры, общаться с мировой, допустим, культурой. И тоже весь план дальнейшей моей жизни. Часто ли бывает, что выпускники годами переписываются со своими школьными учителями? Сначала идут приветы из далеких городов, нерешенные задачки из институтских учебников. Потом уже задачи посложнее, из области личной жизни. У Алексеева хранятся письма выпускников 20-летней давности.
Он часто читает их своим нынешним питомцам в назидание и для общего развития. Но есть один день в году, когда в школе начинается праздничная суматоха. Приходит авиапочта, и тем же самолетом прилетают сами выпускники. Именно прилетают, потому что другого пути в Верхневилюйск нет. Этого дня с нетерпением ждет вся школа. Каждый, улетевший отсюда, прилетает с рассказами о другом широком мире. Новое поколение учеников тоже должно готовиться к отлету. Сейчас все здесь собрались. Ну, не все, но кто может. У кого была возможность, все приехали уж. Приезжаешь в школу, ну, приехала, тут все такое свое, все такое родное, просто не верится, даже домой не хочется отсюда уезжать. А из Мичуринска не могли приехать. Пишут, хоть бы скорее всех увидеть. Напишите, как прошла встреча. Встреча прошла, как всегда, как каждый год. Социологи считают, что сейчас один из самых важных вопросов для маленьких городов и сел – это миграция, отток наиболее способной молодежи в центры. Сюда, в Верхневилюйск, возвращаются почти все. В школе считают, что так и должно быть. Самое важное во всем этом то, что человеку во что бы то ни стало хочется домой. И он возвращается к своей школе, к своему теплому дому. А когда человек дома, все зависит от него, чтобы сделать дом себе по росту. Говорят все, что Якутия – это очень суровый край. Мы этот суровый край Якуту очень-очень любим. И вот своих учеников, выпускников мы тоже воспитываем, что, получив высокое образование, хорошую специальность, возвращались в свою родную Якутию. Земля якутская очень богатая. Прилагать надо ей умелую руку, умную голову, она все может вырастить и все может отдать. И возвращаясь, наши дети обычно работают именно с этой мыслью, чтобы ее сделать лучше. Мы будем писать сочинение, посвященное нашей школе. Вы знаете, что в этом году у нас празднуется юбилей? 15 лет гимназии, 30 лет образования отдельной физмат-школы, которая начала свое существование в 1974 году. И вот сегодня мы с вами напишем сочинение о той школе, которую знаете вы. Нам будет очень приятно узнать о том, что вы думаете о школе, что вы о ней знаете. Все, пожалуйста. Точка отсчет Верхневилюйской средней школы номер 2 с углубленным изучением физики и математики старших классов принято считать 1974 год. 23 мая этого года вышло постановление Совета министров республики об открытии в селе Верхневилюйском средней школы номер 2.
Но предпосылки открытия этого нового учебного заведения появились в далеком 1962 году на базе Верхневилюйской средней школы имени Исидора Барахова. Под руководством в те годы молодого энергичного учителя-новатора Михаила Андреевича Алексеева открываются классы с углубленным изучением физики и математики. Уникальная личность, человек-идея, прошедший немецкий плен, десятилетний срок сталинского ГУЛАГа, учитель от Бога, стоял у истоков рождения Верхневилюйской физико-математической средней школы номер 2. И примечательно, что в нынешние времена Верхневилюйской гимназии присвоено имя народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. В 1962 году Михаил Алексеев со своими коллегами решил впервые принять участие в Сибирской математической олимпиаде. Все первые места достались учащимся Верхневилюйской средней школы. С каждым годом олимпиады стали выявлять все больше и больше талантов. По их результатам ежегодно несколько учащихся зачислялось в физико-математическую школу-интернат Новосибирского университета. Так, за один год после окончания 7 классов поступили Иван Шамаев, Михаил Акаемов и Иосиф Чеголысов. Плодотворная работа основателей физико-математического движения в Якутии Михаила Андреевича Алексеева, Василия Сафроновича Долгунова, Александра Ивановича Семенова, Афанасия Афанасьевича Мочесынова, Николая Федоровича Иванова дает блестящие плоды. Отныне верхневилюйские учащиеся становятся победителями предметных олимпиад в республике и успешно поступают в самые престижные вузы Советского Союза. Итак, в 1974 году по инициативе Михаила Андреевича Алексеева в селе Верхневилюйск была открыта первая в Якутии профильная физико-математическая школа. С высоты сегодняшних лет эту школу можно сравнить с такими общеобразовательными проектами, как всемирно известная школа Шаталова и другими. Ведущие эксперты в области образования оценивают выдающиеся результаты деятельности этой школы как один из самых успешных образовательных проектов СССР того времени. В новой школе обучались дети со всех концов республики. Можно даже отметить, что в школе была представлена почти вся география Якутии. И в 1976-77 учебном году здесь открылся интернат. Многие выпускники с теплотой вспоминают интернат, как второй родной дом. Именно здесь нас приучили к умению трудиться, не покладая рук, рассказывают многие известные люди в республике, которые когда-то были учениками этой знаменитой школы. По праву гордится школа своими выпускниками, такими как Георгий Петрович Яковлев, Иван Иванович Шамаев и многими-многими другими известными людьми, которые занимают важные посты в управлении республики в науке, культуре, промышленности и в сельском хозяйстве. Один из выпускников школы, а именно профессор кафедры математического анализа ЕГУ, доктор физико-математических наук Сергей Вячеславович Попов, придерживается славных традиций Верхневилюйской физико-математической школы номер 2. Его ученики занимают первые места на всероссийских олимпиадах по математике. Сергей Вячеславович каждый год является членом предметной комиссии ЕГЭ. Я очень горд тем, что у меня в прошлом году Тихонов Иннокентий, которого я учил фактически с 5 класса, занял второе место, у него второй диплом на Всероссийской олимпиаде. И грамота от Министерства образования и науки, благодарственное письмо оргкомитета и жюри, которые благодарят меня за хорошую подготовку участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Я очень горжусь этой наградой, хотя у меня есть и много других грамот, но это самое ценное. Много выпускников ввел, это мое свое личное мое впечатление. Он все 3 года, и когда учился уже в институте, он по жизни вел меня и всегда учил, как жить, как быть в этой жизни, как жить, как себя ставить, как учиться, как достигать в жизни, как брать все барьеры, которые по жизни бывают. И в этом плане я очень благодарен Михаилу Андреевичу. И у меня есть фотография дома, где он мне
на фотографии вот с Михаил Андреевич, я и Наташа Герасимова из нашего класса. То есть снимали для газеты, по-моему. И там мне он сделал надпись, где было сказано, вот, думаю не только о том, кем надо быть, а над тем, и еще над тем, каким быть. Выпускники постоянно поддерживают связь со своей родной школой и ее преемницей гимназией, оказывая содействие в материально-техническом снабжении. Ожидания превзошли все мои ожидания, можно сказать. Школа оказалась совершенно новой, очень светлой. И что меня удивило, очень много цветов было в коридорах, в классах. Хорошие, прекрасные классы. И что поразило, это отношение учителей к ученикам. Вот то, что я почувствовал в Верхневильске, в школе номер 2, то я, в принципе, после нигде у преподавателей такого не видел. Году, в период позитивных изменений в системе образования России, Верхневилюйская физмат-школа превратилась в первую инновационную школу современного типа – республиканскую гимназию имени Михаила Андреевича Алексеева. Основополагающими принципами работы гимназии является гуманизация, демократизация и гуманитаризация образования. И если в республике в настоящее время только вводится профильное обучение, то с момента открытия обучения в гимназии ведется по 3 профильным направлениям – физико-математическое, физико-техническое и гуманитарное. Выпускники гимназии каждый год успешно сдают единый госэкзамен и 100% поступают в центральные и республиканские вузы. Среди крупных школ повышенного уровня по результатам единого государственного экзамена гимназия занимает 2-е место после республиканского колледжа. 24 ученика по итогам прошедшего учебного года стали призерами республиканских олимпиад. В настоящее время основополагающим 43 педагога, из них 1 доктор исторических наук и 4 кандидата педагогических наук. В гимназии всего 15 класс-комплектов. Здесь сегодня учатся 352 учащихся. Приезжие ребята живут в пансионате-интернате на 103 места. В 2000 году вступило в строй новое здание гимназии, отвечающее всем современным требованиям. Обучение ведется по кабинетной системе. В каждом кабинете имеются компьютер, видеотехника и другие технические средства обучения. В гимназии также имеются и мультимедиа-проекторы, позволяющие вести компьютерно-мультимедийное обучение по всем предметам. Есть 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, столовая, медпункт, библиотека, зал национальной культуры, музей Михаила Андреевича Алексеева и стоматологический кабинет. В 1992 году доктор истории... Вы знаете, является промышленным, алмазодобывающим районом. Гимназия здесь, в западном образовательном регионе, является научно-образовательным центром. И в перспективе тоже гимназия планирует работать в качестве научно-образовательного центра и в качестве ресурсного центра ИПКРО обучать не только учащихся, но и учителей. И в дальнейшем здесь будут проводиться, опять-таки, региональные республиканские конференции, семинары, курсы повышения квалификации учителей и для учащихся. То есть гимназия в дальнейшем планирует работать как кузница кадров для развития промышленности Западной Якутии. Знаменателен визит министра образования и науки Российской Федерации Фурсенко, который отметил высокое качество образования в гимназии. Этот факт говорит о том, что гимназия имеет огромный потенциал в образовательной системе Якутии. Съездив на съемки, мы еще раз убедились в том, что непобедим особый дух этой знаменитой школы. Как и в былые времена, мы отметили у учащихся стремление и жажду к новым знаниям, к духовной культуре своего народа. И хочется надеяться, что сегодняшнее поколение учеников
Это завтрашняя интеллектуальная и духовная элита Якутии. Мне нравится гимназия, потому что здесь учатся все мои друзья и братья. Я с детства хотел поступить в гимназию, мои родители тоже хотели поступить. Ну, хотели, чтобы я поступил. Ну, я поступил, мне очень хорошо. У нас здесь есть компьютерный класс, очень хороший. Я люблю работать компьютером и хочу стать информатиком. Я хочу стать банкиром, и поэтому я изучаю математику. Мне очень нравится гимназия. Я здесь приехала из Сунтарского улуса, села Кутуна. Здесь учились многие ребята из Сунтарского улуса, и они успешно учатся в центральных вузах и высших заведениях республики. Я люблю свою школу, потому что здесь учат нас замечательные учителя, которые с радостью ответят на любые наши вопросы. И здесь я реально могу подготовиться к поступлению в любые вузы нашей страны. Мне хотелось поступить в Московский государственный горный университет, чтобы учащиеся гордились тем, что они учатся в такой знаменитой школе, как наша республиканская гимназия. Я приехала из Якутска. До 10 класса я училась в средней школе номер 7. И мне посоветовали приехать сюда мои родственники. Сказали, что здесь успешно готовят к единому государственному экзамену и поступлению в ВУЗ. Я люблю свою школу за то, что здесь учились все мои родные братья и сестры, и они все поступили в престижные высшие учебные заведения, и я беру с них пример и хочу окончить школу с золотой медалью. Мне очень нравится это красивое здание школы. Тут учат лучшие учителя района. Тут здесь очень все стараются, все очень порядочные. Тут учат лучше, чем в обыкновенных школах.